На Атамекен Бизнес дневной формат. Последние новости к этому часу. Я Дмитрий Мачель. Здравствуйте. 28 человек доставлены в больницы после крушения самолета в Актау, сообщили в МЧС Казахстана. По поручению президента страны создана государственная комиссия. Ее возглавит вице-премьер Канат Бузымбаев, который уже направляется в регион. Глава государства также поручил отправить в Актау медиков из Астаны и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Я напомню, что в Актау сегодня разбился пассажирский самолет Азербайджан Airlines. На борту находилось 67 человек, включая членов экипажа. Там были и наши граждане, находились там 6 граждан Казахстана, 37 граждан Азербайджана, 3 были из Кыргызстана и 16 – это граждане России. Сейчас список вы видите на экранах. Интернет-издание «База» опубликовало его. Можно ознакомиться в данную минуту. Самолет Embraer 190 следовал рейсом Баку-Грозный, но по предварительной версии он столкнулся со стаей птиц, что и привело к крушению, к нарушению рулевого управления. Сначала после крушения из-за тумана в Грозном судно было перенаправлено сначала в Махачкалу, а затем в Актау, где, собственно, и произошла чрезвычайная ситуация. Как нам сообщают сейчас с места события, корреспондент Жанар Масагутова, к нам подключается наш собственный корреспондент из региона. Жанар, добрый день, как слышно? Добрый день, слышу вас хорошо. Жанар, какая сейчас на данную минуту самая актуальная информация? Что известно, скажите? Сейчас мы находимся на месте происшествия. Видно, что самолет при падении разделился надвое. На данный момент увезли в местную больницу 28 человек, из них 2 детей. Известно, что люди находятся сотрудники МЧС. Место происшествия оцепили, журналистов близко не подпускают. Что еще я могу сказать? Я могу сказать, что работают скорые, на подхвате уже 5 скорых машин сейчас. Это пока что все, что я могу рассказать. Ну, я так понимаю, что там до сих пор работают, да, сотрудники и чрезвычайной ситуации, и медики на месте? Да, оперативно открылся штаб, сейчас все регистрируются, все местные исполнительные органы. Ну хорошо, тогда ждем подробностей, Жанар. Мы в ближайшие часы обязательно с вами еще раз свяжемся. Надеюсь, что самую свежую информацию мы от вас получим в ближайшие буквально минуты. Но я напомню, что сейчас работают службы ЧС, и есть возможность у людей дозвониться по специальным номерам, которые мы сейчас покажем вам на экранах. Если у вас есть вопросы, то телефоны горячих линий, вот вы их видите, они доступны. На месте в Актау и командный центр, собственно, вы можете уточнить всю информацию, которая вас интересует. Ну и, как стало известно буквально несколько минут назад, президент Азербайджана отменил участие в саммите СНГ. Ильхам Алиев возвращается в Баку сейчас с Россией. Там неформальный саммит должен был пройти в Санкт-Петербурге. Но вот, как известно, глава государства отправился на родину как раз из-за этой трагедии. Абыл Кекельбаев, независимый авиационный эксперт, у нас уже в студии. Спасибо, что согласились сегодня к нам прийти. Действительно, событие неоднозначное, хотя бы потому, что всей картины мы не видим, и по причинам трагедии тоже разные версии высказывались, но все-таки одна из основных — это как раз-таки вот столкновение со стаей птиц, с одной птицей. Где-то говорят, что могли птицы, собственно, попасть вот в крыло, в двигатель. Это может быть технически причиной трагедии, как вы думаете, по вашему опыту? По моему опыту, это всего лишь одна из причин. Одна из причин. Да. Поэтому, в первую очередь, нужно отметить, что причина ухода на запасной. Это погода в аэропорту назначения. Изначально в Грозном. Так. Вот. После этого, то есть уже нештатная ситуация начинается, да, экипаж выходит на Махачкалу,
где его, по всей видимости, тоже не принимают. Из-за погодных условий. Из-за погодных условий. И теперь остается запрашивать разрешение на посадку в Ахтау. Я так понимаю, что у экипажа выбора большого не было. Судя по вот этой траектории этого самолета и по видео, которые мы сейчас наблюдали, все-таки посадка должна была быть экстренной, да? Ну, я видел, что он летел не по ровной прямой. То есть, если что-то произошло, то это произошло над Каспием. Ну, по моим личным данным, диспетчерская служба готовилась к экстренной ситуации. То есть, они оповестили все службы, все заранее. То есть, экипаж при получении разрешения на посадку сообщил, что идет экстренная ситуация, и поэтому им сделали, ну, так называемый зеленый коридор, чтобы они... То есть на земле все были готовы, в воздухе, На земле в принципе, готовились. тоже. Если бы не какое-то, условно говоря, но непредсказуемое такое событие в воздухе, да, те же птицы, то он бы спокойно сел. Это достаточно штатная ситуация, когда попадает птица в двигатель. Даже Ну, так? Да, то есть у воздушного судна два двигателя. Если с одним происходит что-то вот как в этом случае, то в принципе воздушное судно на одном двигателе может долететь до запасного. Это нормальная штатная ситуация. Экипажи все к этому готовятся. Здесь я вот почему и сказал, что здесь несколько причин. И все эти причины будут, вот, объявили о том, что создана специальная комиссия государственная, они все должны быть изучены полноценно, всесторонне, для того, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем. О самолете хотел бы сказать, что этот тип самолета достаточно новый, это современный самолет, он эксплуатируется там, чуть больше 20 лет. Данная модель, которая вот, потерпела крушение, производства 2013 года. Достаточно новое воздушное судно. И судя по той информации, которую говорят об экипаже, там достаточно опытный экипаж был. Да, что еще более интересным делает все вот эти Поэтому версии, здесь... предположения. А ранний вылет как таковой, потому что говорят, что он немножко раньше вылетел, мог повлиять? Нет? Ну, это вот как швейцарский совокупность укладывается, швейцарский сыр. То есть экипаж чуть-чуть поторопился, где-то не проанализировал какую-то информацию, где-то упустил какую-то информацию, потому что он планировал спокойно прийти подготовиться, а скорее всего из-за погодных условий они решили чуть раньше вылететь, чтобы не попасть в густой туман. Возможно. Это мы можем сейчас гадать, нужно дождаться итогов расследования. Вы уже примерно анализировали высота, с которой вот потерял управление пилот и приземлился? Ну, я вот по данным, которые на флайт-радаре, я в данном случае как бы не полностью доверяю, потому что, скорее всего, произошли какие-то, если это было столкновение, то, возможно, искаженная информация поступала. Поэтому здесь сейчас преждевременно анализировать данные, там, которые в онлайн. Все-таки должна отработать комиссия. В комиссии будут разные подкомиссии, которые по каждой из версий будут отрабатывать итоги. И очень важно, чтобы вот в государстве был орган, который имел специалистов с достаточной квалификацией. И вот в этом вопросе, к сожалению, у нас есть пока вопросы. Потому что департамент по расследованию происшествий, который у нас при Министерстве транспорта, руководитель буквально был назначен пару месяцев назад. И я знаю, что последний опытный пилот, который был, он тоже уже ушел из этого департамента. Поэтому вот здесь важно, чтобы комиссия состояла из очень опытных специалистов, к результатам которых потом не будет нареканий. А может быть, коль скоро президент страны выехал с Петербурга к себе на родину, будет какое-то совместное расследование проведено? Обязательно при такого рода происшествиях обязательно авиакомпания, страна регистрации авиакомпании, страна производителя этого воздушного судна. На самом деле, если вот брать происшествие с этим типом воздушного судна, я там вспомню, может быть, в Китае пару раз, и в Африке, по-моему, один случай был, когда и то это связано с террористическими моментами. То есть достаточно надежное воздушное судно, и среди специалистов я хотел бы напомнить, вот аналогичный тип воздушного судна Air Astana в Испании. Но тогда тогда смогли посадить воздушное судно. То есть по характеристикам, по большому счету, он не уступает. Такие суда, они обычно международные рейсы, да? Это среднемагистральное воздушное судно, оно рассчитано там, на 100-120 пассажиров. Это использует самолет на тех маршрутах, где не такое большое
пассажиропоток, но расстояние достаточно большое, и он достаточно себя зарекомендовал как бы с хорошей стороны. Но, опять же скажу, это вот всего лишь там третье, по-моему, на моей памяти, третье происшествие с этим воздушным судном. Поэтому сейчас о его надежности пока говорить очень рано. Комиссия должна все-таки всесторонне, полноценно рассмотреть, изучить все детали этого происшествия. Про высоту я не случайно спросил. Выжить при такой аварии? Какова вероятность? Сейчас у нас говорят 28 выживших. Но здесь, видите, экипаж, я вот отдельно остановился, что достаточно опытный экипаж был. Они сделали все, чтобы снизить безопасное воздушное судно, ну, максимально, насколько это, наверное, было в этих условиях возможно. И столкновение, то есть самолет не просто упал, а он все-таки пытался произвести посадку. И я здесь хотел бы еще отметить, об этом не говорят, он все-таки ушел от населенного пункта. Это тоже говорит о том, что экипаж предпринимал все возможные меры, чтобы сократить какие-то последствия этой посадки. То есть здесь я думаю, что это отдельная оценка этому будет дана. И то, что такое большое количество все-таки выживших, это как раз-таки говорит о том, что экипаж предпринимал все, что он мог для того, чтобы совершить эту посадку. Тем более высокие надежды нам сейчас нужно возлагать на результат работы комиссии, в принципе, тех компетентных органов, которые находятся уже, я думаю, ну или в ближайшие минуты должны оказаться на месте для расследования. Сколько обычно расследования занимает такие? Вот тут, конечно, вот последний случай с БКРом, который был ровно 5 лет назад, тоже в декабре, тоже по погодным условиям, заняло чуть больше 3 лет. 3 лет? Да. И сейчас вот буквально... Чтобы выяснить окончательно. Вот в понедельник, опять же, министерство подняло вопрос о том, что будет, возможно, там есть техническая необходимость провести дорасследование, потому что один из участников обратился. То есть процедурно, возможно, будет еще и до расследования. Поэтому это вопрос тонкий, и здесь как раз-таки не хотелось бы спекулировать, нужно дождаться результаты расследования. Абсолютно. Я подчеркну, что всю информацию, которую мы озвучивали ее по данным пресс-служб наших ведомств, это и МЧС, и Минздрава, и региональной коммуникации из Мангыстау. Но в гостях у нас был Абыл Кекельбаев, независимый авиационный эксперт. Спасибо, что согласились и нам разъяснили более-менее все эти детали. Благодарим вас. Продолжается дневной формат. Мы, безусловно, будем держать вас в курсе на сегодняшней трагедии, которая произошла в Актау. Напомню, там произошло крушение пассажирского самолета. Продолжаем выпуск. Между тем, в Казахстане разгорается дискуссия вокруг деятельности частных судебных исполнителей. На сайте ePetition.kz появилась петиция, авторы которой требуют ни много ни мало полного запрета института частных судоисполнителей. Инициатор, это Мужской альянс Казахстана, заявляет о многочисленных нарушениях и злоупотреблениях со стороны участников. Они, мол, имеют коммерческий интерес, и, по мнению авторов петиции, именно он сейчас превалирует над правосудием. Давайте посмотрим подробности. В Казахстане разгорается скандал вокруг частных судебных исполнителей. Тысячи людей, от алименщиков до бизнесменов, погрязших в кредитах, обвиняют ЧСИ в нарушении своих прав. Доведенные до отчаяния люди требуют упразднить этот институт. На самом деле уведомлений в письменном виде никаких нет. То есть они ставят перед фактом, когда у тебя уже скопилась задолженность, тем более где-то год. Человек 1, 2, 3 месяца, полгода не может найти, а по специальности это вообще невозможно найти практически. Андрей Кузьмин – один из тех, кто подписал петицию на имя президента. В 2017-м он потерял работу и попал в списки злостных неплательщиков алиментов. Недовольные произволом активисты создали Мужской альянс. Они требуют передать полномочия частных приставов государству и разработать, наконец, механизм защиты прав должников. Авторы петиции уверены, частники, работающие за процент от взысканных сумм, сильно перегибают палку. ЧСИ дискредитируют всю судебную систему своими беззаконными действиями, либо, наоборот, бездействиями. Соответственно, у людей складывается недоверие. И мы запустили петицию, чтобы ликвидировать
сам институт ЧСИ и передать это в госорганы. Тревожные сигналы поступают со всей страны. В Жамбылской области частный пристав присваивал деньги должников. В области Абая незаконно снимали аресты с машин, а в столице блокировали счета, на которые поступали пособия по инвалидности. Кстати, статистика неумолима. За последние 4 года число проблемных алиментных дел подскочило вдвое. Особенно остро проблема стоит в Туркестанской и Карагандинской областях, а также в Астане и Алматы. Министерство юстиции рапортует о постоянных проверках и наказаниях нерадивых приставов. Но, похоже, одними проверками проблему не решить. Итак, частные судебные исполнители. Все-таки это беззаконие или это такой узаконенный беспредел, как нам говорят сейчас люди, столкнувшиеся с работой частников? Я поприветствую сегодня наших гостей. Андрей Кузьмин, это, собственно, автор петиции, он с нами на онлайн-связи. Андрей, спасибо, что подключились, нашли время. Айдос Аманбаев, председатель Республиканской палаты частных судисполнителей. Здравствуйте, благодарим. С нами сегодня Абдыкарим Абжанов, зампредседателя Республиканской коллегии юридических консультантов. Добрый день. Аида Сулейменова, адвокат. Спасибо, что присоединились. Андрей, но мы коротко, буквально вашу позицию сегодня попытались понять, почему вы так негативно настроены к работе частных исполнителей. Если бы на их месте были государственные исполнители, вы думаете, ваша ситуация была бы сильно лучше? Ну вот смотрите, вообще это движение возникло, когда есть потребность, понимаете? Сейчас огромное количество потерпевших в нашем альянсе, которые мы собираем еще фактов очень много. Просто это молниеносно все начало разрастаться. И даже вот в прессе сейчас, после выхода петиции в Global News, вот Евгений Исмамбетов, который ЧСИшник с 10-летним стажем, он сейчас пытается нам как бы в опровержение выдвинуть статью, что якобы мы манипулируем, понимаете? Но манипуляций нет. ЧСИ нагло высчитывает с инвалидных денег, оно с любых видов премий высчитывает деньги. И, ну, вот мы просто анализировали даже вот с... Андрей, давайте так, вот вы говорите, что да, есть определенные факты, кто-то кого-то пытается обелить, кто-то на кого-то пытается, может быть, безосновательно навести, ну, как говорится, тень на плетение. Давайте так поступим, попытаемся более-менее объективно все-таки к вопросу подойти. Вот лично ваш кейс, почему к вам, в принципе, пришел или постучался в дверь, позвонил частный исполнитель? Из-за чего, скажите? Где задолжали, а кому? Смотрите, основная проблема — ЧСИ не подпускает к погашению основного долга. Им выгодно не подпускать к этой кормушке, потому что он имеет 25%. Это первое. Потом, они сейчас манипулируют средней месячной зарплатой, Андрей, вы, наверное, не услышали. Извиняюсь, я еще что перебиваю. Ваш кейс какой? Почему к вам приходится сегодня сталкиваться с судоисполнителем? За что у вас выбивают деньги или выбивали? У меня, я, получается, по факту узнал, что я алименщик уже где-то, когда прошел год. То есть и в большинстве своем люди вот так узнают. То есть письменных уведомлений они не отправляют, а это является грубейшим нарушением со стороны. Так, а как вы узнали о том, что вы алименщик спустя год? Как раз-таки по данным частного исполнителя? Да, получается так, что они не подпускают к погашению, потом уже они не подпускают к погашению, что-то эхо идет, к погашению основного долга, чтобы копился именно процент, понимаете? А вы, я сейчас еще уточнение важное сделаю, вы, в принципе, готовы платить алименты своим детям? Конечно. Без проблем, всегда вовремя это делаете, да? Все, кто в нашем альянсе, их называют злостными неплательщиками, но они готовы платить, но ЧСИ блокируют счета, и они просто не могут устраиваться на работу, они не могут работать. Понимаете, не только может быть основная работа одним источником дохода,
они могут на 3 работах работать, но все счета блокированы. Работодатель не хочет с такими проблемными алименщиками сталкиваться, понимаете? Все, То теперь надо понятно, да, бухгалтерию- теперь понятно. Спасибо, Андрей, спасибо. Ну, в принципе, вашу проблему мы поняли. Да, с юридической точки зрения. Да, как, давайте я насколько скажу все с это законно? юридической стороны. Дело в том, что, уважаемый Андрей, вас должны были, его должны были уведомить еще на стадии судебного разбирательства, то есть когда на него подали заявление о взыскании алиментов, то есть это суд уведомляет и стороны непосредственно подключают к судебному заседанию о том, что вот с него взыскивается и в чью пользу взыскиваются алименты. А судебные исполнители, здесь нужно понимать, они только исполняют решение суда. То есть само название судебные исполнители, они исполняют уже заведомо вступившее в законную силу Тогда почему решение человек суда. не знал, что он злостный должник? как Видимо, не знал. Поэтому здесь Ну, я есть... имею в виду, на какой стадии здесь у нас погрешность? На стадии доведения информации с суда, что ли? Почему исполнитель приходит, блокирует счета, и только потом человек узнает, что у него долги какие-то копились и так далее? Изначально решение суда. Судья приглашает обе стороны на судебное заседание. И взыскательницу, и должника, то есть будущего алиментоплательщика. Он уже тогда знает, что завтра, послезавтра выйдет решение суда о взыскании алиментов. Андрей, а как вот так, действительно, скажите, вы не дослышали или, может быть, суд там как-то вам нужную бумагу вовремя не вручил? Понимаете, ладно бы, если это моя одна ситуация была. Но почему-то вот сейчас в нашем альянсе уже 210, по-моему, человек на сегодня. Все не получали письменного уведомления. Соответственно, когда даже алименщики запрашивают, дайте вот эту бумагу, они тянут, они не дают, чтобы вот этот долг бесконечно рос, понимаете? Они — это судоисполнители. Ну да. Здесь, я так понимаю, вопрос в нескольких плоскостях лежит. Ну давайте, да, прошу, глава Давайте прокомментирую. частных Да. приставов. Я не думаю, что здесь информация, она достоверная, о том, что человек мог целый год не знать, потому что у нас все практические действия совершаются в электронной системе, в том числе там есть и автоматическое уведомление, которое направляется на мобильный телефон должника или взыскателя любой стороны. Вот. Теперь, что касается непосредственно вот данного кейса, о том, что частный судебный исполнитель не дает возможность оплатить, это абсолютно неправильно, абсолютно неверно, потому что есть определенные реквизиты, куда он может, должник, оплатить, либо он может напрямую оплатить. То есть по Конституции и по требованиям Кодекса о браке и семье это долг, священный долг, да, родителей содержать своих детей. Но здесь То есть никто не спорит. А вот по кейсу человека... в данном случае у судебного исполнителя наоборот нет заинтересованности о том, чтобы у него были эти проблемные документы, проблемные эти дела. Почему? Потому что это идет ему в минус. Наоборот, то, что когда чем больше у него меньше дел, которые имеют задолженности, тогда у него и эффективность, она, соответственно, и выше. Поэтому люди, которые не платят по 5-6 лет, конечно, у них определенный долг накопился, им неудобно. И поэтому они, скорее всего, объединились для того, чтобы какие-то были приняты меры. Но в целом закон-то работает, и все те меры, которые предусмотрены законом, судебный исполнитель предпринимает не самостоятельно. В большинстве своем случае он это действует через санкцию прокурора, либо санкцию суда. То есть нет такого, чтобы судебный исполнитель какие захотел счета заблокировал. То есть в любом случае, если он даже налагает арест, он налагает его в рамках той суммы задолженности, которая имеется у должника. Если должник хочет работать, судебный исполнитель, наоборот, заинтересованные сами трудоустраивают, и могут освободить счет, на который падает заработная плата. То есть, естественно, этот счет не блокируется. Поэтому здесь я не вижу каких-либо проблем. А может Здесь быть, это возможно... вы сейчас говорите, как нужно делать, а на местах оно вот так все Нет, складывается? так оно есть. Если же у него права ущемлены, соответственно, есть же органы, которые контролируют деятельность судебного исполнителя, в том числе и в судебном порядке он может обжаловать действия судебного исполнителя. Если есть соответствующее нарушение, будет соответствующая и реакция в отношении данного частного судебного исполнителя. Хорошо, Абдукарим Ильич, такой независимый взгляд. Вы здесь на чьей Я стороне? не могу сказать, что я независим, потому что я в свое время сам принимал активное участие в создании Института частных судебных исполнителей. Но в данном случае я не прав заявителем, поскольку
судебный исполнитель, он должен исполнять решение суда. И для этого у него есть инструменты. Наложение ареста на счета, какие есть. Для этого он направляет во все банки запросы о даче информации о наличии счетов. Потом, значит, ищет по пенсионному фонду, находит, если он работает, он туда исполнительный лист направит, если он работает, и удерживает столько, сколько нужно. И если и это не действует, судебный исполнитель не просто должен, он обязан ограничить передвижение должника, то есть выезд из страны запрещенным. И последние годы, я уже досконально не знаю, их лишают управления водительских удостоверений, много чего лишают. Это метод воздействия на должника. В данном случае, как я понял, этот гражданин должен более 5 миллионов. То есть он несколько лет ни копейки не платил официально своему ребенку. И вот эта реакция его понятна, потому что судебное решение всегда есть две стороны. Один должник, другой взыскатель. Взыскатель недоволен тем, что очень плохо взыскивается, а должник недоволен тем, что слишком быстро взыскивается и слишком жестко взыскивается. В данном случае частный судебный исполнитель, будь он государственный, пусть он частный, совершенно верно поступает. Должник, он должен быть ограничен во всем, пока не погасит долг. Андрей, и тем скажите, более пожалуйста, закон не дает возможности взыскивать все 100% зарплаты. Максимум 50% заработной платы или пенсии, или пособия, ну, с любого заработка, не более 50%. Андрей, скажите, пожалуйста, вот в вашем альянсе это все люди, которые именно по алиментам задолжали? Ну, там есть и по кредитам, но кредиты где-то в районе 20%. Я вот с предыдущим спикером не согласен, потому что, смотрите, он говорит, что единая база и уведомления как бы поступают, на самом деле ничего не поступает. Сейчас, когда создана петиция, 90% людей не знают, как зайти на этот сайт ЕГОВ, не знают, как авторизоваться, Продолжайте. понимаете? Далее. Смотрите, я просто извиняюсь, конечно, мы в рамках одной программы не сможем обсудить огромное количество вопросов и огромное количество пробелов не только среди ЧСИ, да, но и в законодательстве, и в судебной системе, понимаете? Здесь со злостных неплательщиков никто не снимает ответственности. Но почему-то, когда возникает вопрос создания фонда, да, Народная партия инициировала создание фонда алиментов, его на корню забраковали. То есть, да, один не платит, второй пишет, ЧСИ непонятно чем занимается, в итоге страдают дети, понимаете? Долги доходят до такой степени. Перебил, потому что вы правы, времени мало, мы сейчас все не обсудим просто, если... В Кызылорде 40-70 миллионов. Вот я у уважаемого хотел узнать, когда эти долги можно отдать? Андрей, вы 70 миллионов, когда их можно погасить? Когда счета все заблокированы? Андрей, слышите меня? Да-да. Сколько у вас долг сейчас перед семьей, перед детьми? У меня 1 440 000. Вчера, смотрите, мой ЧСИшник Мамытбеков, он вчера мне выписку сделал. Я сейчас официально числюсь, у меня своя компания, я официально числюсь работающим. У меня идет минимальный оклад. Временно через компанию нет перечислений, как в любом другом бизнесе есть проблемы. Он мне считает не по минимальной уже ставке, а по средней вот этой 400 000 тенге. И в итоге вчера я узнаю, что уже 5 миллионов, понимаете, насчитано. То есть нет основания у него приписывать. А тот миллион, я так понимаю, вы не могли заплатить. Да, потому что были заблокированы. Сейчас я вот хочу у Саида спросить. Вот вы как адвокат, вы как женщина, в конце концов, потому что здесь союз все-таки мужчин и мужей бывших, не обязательно, да? Вы здесь на чьей стороне? И если бы, например, вы взяли сейчас защищать дело вот Андрея и, в принципе, его соратников, на что бы вы давили в первую очередь? Я на стороне права, на стороне закона прежде всего. Ну, условно, представьте, он нанимает вас как адвоката. Что бы вы делали сейчас? Топили бы дальше судоисполнителей частных, потому что они там блокируют, беспределят и так далее. Либо все-таки пытались Андрею объяснить, как нужно действовать. Я бы ему объяснила. Погасить долг, например, заранее или что? Да, я бы ему объяснила, что на любой стадии и судебные исполнители в этом заинтересованы, если стороны, то есть он с мамой ребенка, уйдут на медиацию. Это тоже возможно.
И судебные исполнители этому никогда не противоречили. Если вы уйдете на медиацию, если вы договоритесь с тем лицом, которое в пользу кого, ребенок же пока маленький, в пользу кого взыскиваются алименты, если вы договоритесь с мамой ребенка, первое. Второе, если у вас есть ИП, и вы являетесь частным, то есть получается ИП индивидуальным предпринимателем, по минимальной необходимо было все равно доход свой показывать. А то действительно судебные исполнители, если дохода нет, то они будут взыскивать, это им законодатель так дал, со среднемесячной заработной платы. А в Астане, в Алма-Ате они варьируются по Так сравнению с говорит, другими. блокировали счета, не мог платить. Что там? Я бы, например, на его месте вас не нанял бы сейчас. Я почему вас спрашиваю? Потому что, смотрите, с одной стороны, мы вот видим такие кейсы, с другой стороны, буквально 24 год в области Абая, это то, что озвучили, да, в области Абая незаконно снимали аресты с машин, в столице блокировали счета, на которые поступали пособия по инвалидности. Что еще? Жамбылская область, частный пристав присваивал деньги должников. То есть, как бы, мы понимаем, да, что можно бесконечно упрекать мужчин за то, что они детей своих не обеспечивают, но снимать груз ответственности с частников Нет, мы сегодня я бы тоже не здесь можем хотела взять. дополнить, что здесь, скорее всего, ремарки имелись при открытии счета. Если когда открывает счет, показывают, что данный гражданин относится к льготной категории граждан, имеет специальную там справку с ЕГОВ и так далее, то есть уже судебный исполнитель видит, что это спецсчет. Но если это сделали на общих основаниях, то судебный исполнитель, он не увидит по базам, что это спецсчет или пенсионный счет, понимаете? Здесь нужно все вот идти, и если бы я была адвокатом его непосредственно, я бы все вот это вот проверила, чтобы у вас не было взыскания выше 50% от заработной платы, чтобы вы указали лучше не среднемесячную, а минимальную заработную плату. То есть здесь вот или можно договориться на медиации, на любой стадии, это возможно. Почему? Даже на стадии исполнительного производства, в принципе, есть возможность всегда договориться. Здесь никаких проблем я не вижу. В том, чтобы в любом случае, даже если должник не согласен с той задолженностью, которую ему посчитал судебный исполнитель, он его обжалует в судебном порядке. Здесь тоже никаких вопросов нет. И если суд посчитает, что да, судебный исполнитель был неправ, то судебный исполнитель пересчитает. Я здесь никаких проблем не вижу. Что касается блокировки там, пенсий, пособий, вы которые говорите, здесь правильно было сказано о том, что у нас иногда, к сожалению, граждане не знают о том, что существует так называемый спецсчет. Если они получают эти средства на спецсчет, то у них есть иммунитет, они никак не могут быть заблокированы. Проблема в том, что они не знают и открывают и получают эти пособия на обычные счета. Естественно, банк он и будет эти счета блокировать. То есть судебный исполнитель сам не блокирует, он отправляет постановление банку для исполнения и указывает, на какие денежные средства банк не должен накладывать аресты. Но тем не менее банк накладывает эти аресты на эти денежные средства, хотя судебный исполнитель не видит источник поступления этих денег, он сам счет не видит, ему с банка приходит информация, да, на таком-то счете есть деньги, соответственно, он их списывает, если есть, и отправляет в счет погашения задолженности. Но здесь, если вот должник говорит, что у него все счета заблокированы, если там есть денежные средства, соответственно, судебный исполнитель их давно бы обратил взыскание и отправил бы в счет алиментов, но, скорее всего, этих денег нету, и смысл какой, что они заблокированы, но денег нету. Но если он хочет работать, судебный исполнитель ему обязательно откроет счет. Более того, я скажу, если у него какие-то есть проблемы, пожалуйста, он может к нам напрямую обратиться. Давайте мы поможем, может быть, где-то что-то разрешить. Мы же не закрыты же. Вы курируете всех частных исполнителей? Ну, я являюсь председателем Республиканской палаты частных судебных исполнителей. Ну, просто То есть, говоря, если есть проблема, вы всех давайте знаете, решать. они вас всех могут послушать, правильно? Не то, что послушать, мы же здесь будем исходить из точки Вы должны, зрения наверное, закона. меня знать, я вам каждый день по 10 писем пишу. И я называю все своими именами, я называю чьи преступниками. Потому что огромное количество информации в сети, где они изымают средства, ложат на свои счета и навариваются при этом. Если вы занимаетесь обвинением, вы Теперь сами знаете, что есть определенная ответственность. Поэтому Вчера в здесь Альянсе произошел голословно такой случай. нет необходимости говорить. Ну хорошо, Давайте здесь, говорить может быть, только мы сейчас на фактами. эмоции сильно Конечно. не будем. Кейс конкретно вы лично знаете, да, Андрей? Нет, я его лично не знаю. Он же писал уже государственные органы. Соответственно, государственные органы переслали нам этот документ, и мы ему ответили.
нашу позицию дали Республиканская палата. Если сейчас человек к вам обратится со своей проблемой, например, вы поможете Мы же ему в рамках говорим, что закона? мы же открыты, какая Согласен, разница хорошо. нам, кто, конечно. мы любим. Хорошо. А теперь вот какой вопрос. Это ладно, здесь союз людей, которые по разным причинам не платили или не могли платить алименты, объединились, требуют отставки. Но ведь они требуют, ну не отставки, а ликвидации института частных. Но ведь они требуют не только за алименты, они требуют в целом, исходя из тех фактов, которые наблюдают. А здесь у нас и аресты машин, аресты счетов для инвалидов. Люди, которые... И иногда бывает, жилье изымают, хотя не имеют права его изымать. Кстати, покажите, пожалуйста, нам, вот чтобы мы со зрителями видели, что сегодня может делать частный исполнитель, а что нет. Будьте добры. Наглядно. Но смотрите, судоисполнитель в частном порядке, работающий, может спокойно блокировать счета и карты, ну, через банки, арестовывать имущество. Через санкции. Да, через санкции. Может запрещать выезд за границу, ограничивать пользование имуществом, опечатывать имущество, изымать автомобили, драгоценности, предметы, ну, в законном порядке, естественно. Но не имеют права давить на родственников, близких должника, грубить, применять физическую силу, угрожать, унижать честь, достоинство, блокировать зарплату целиком, как сказали сегодня справедливо, арестовывать элементы и пособия, разглашать личные коммерческие тайны, полученные при исполнении. Вот адвокатская практика что говорит? Из того, что нельзя делать исполнителям. Сегодня практика есть? Ну, кое-что есть. Ну-ка, давайте подробнее. Вот последний пункт разглашать личные данные. Вот это вот имеет Личные место коммерческие быть. тайны. Ну, Да. ваш опыт расскажите, поделитесь. Мой опыт — это когда непосредственно работодателю во всеуслышание сказали о том, что у вас работает должник, повлияйте на него. А так делать нельзя. А так делать нельзя. Нет, так делать нельзя. Это вот один из таких вот сейчас таких вот вопросов. И к нам поступает очень много жалоб. Это вот в целом, в основном связано как раз-таки с кредитованием населения, когда к нам обращаются и говорят, вот частный судебный исполнитель нагрубил, звонил моим родственникам и так далее. То есть все документы, подтверждающие, нам предоставляют. Соответственно, мы начинаем разбираться, такого кейса, такого дела в целом нету на исполнении. А когда мы дальше углубляемся, получается, это коллекторские, значит, работники коллекторских контор, которые представляются от имени частного судебного исполнителя, и тем самым они начинают работать с должником, чтобы он быстрее погасил задолженность. Но они представляются не только частным судебным исполнителем, представляются и другими сотрудниками и государственных органов и так далее. Но по таким фактам мы уже с начала года около 10 обращений написали в агентство по финрегулированию о том, чтобы приняли соответствующие меры в отношении этих коллекторских компаний, вплоть до лишения лицензии, потому что они как раз-таки прикрываются именем частного судебного А исполнителя. коллекторы тогда почему делать? Ну, мы понимаем, это разные все-таки институты, исполнители и коллекторы, совершенно разные. На них управы нет, или не подведомственно никому, или как здесь понять? Ну, коллекторские агентства в свое время создали, и они, в принципе, должны заниматься именно тем, чем занимается и судебный исполнитель, но не превышая своих полномочий. И создавались они в основном, надо честно сказать, по инициативе банков, которые создавали свои собственные коллекторские компании, которые якобы, вроде бы внешне никакого отношения к банку не имеют, но на самом деле интересы банка соблюдали они любым способом. А в данном случае вот по алиментам я вот хотел бы сказать, что по алиментам, если ты человек должен, то сперва расплатись с долгами, а потом уже начинай, так сказать, войну с судебными исполнителями. Здесь есть другие проблемы. Вот на частных судебных исполнителей почему-то загрузили снос зданий, выселение из квартир. А для этого по закону должно быть при выселении, сносе, должно быть кто присутствовать? Полиция, скорая помощь, ЧСники должны присутствовать. Частный судебный исполнитель, он не может это себе позволить. А государственный судебный исполнитель этим не занимается. Вот здесь большая проблема, вот здесь как раз таки, когда частный судебный исполнитель идет на выселение, и могут случиться всякие последствия. 2-3 года назад, если вы помните, в Алмате 2 частных судебных исполнителя, 2 полицейских и еще посторонний человек погибли, потому что должник расстрелял их. Да, мы все прекрасно помним этот случай. А это же о чем говорит? Да, я понимаю, что судебные исполнители могут допускать нарушения. Их совсем не усидишь. У нас достаточно не только в частном судебном исполнении, у нас и в судебных, и в прокуратуре, и в акиматах коррупции хватает.
Ну и здесь тоже может быть, да, какие-то частные жалобы, но они должны подтверждаться. Если он имеет факты, напиши заявление, его привлекут. Антикоррупционно даже еще, как говорится, вознаграждение заплатит. И может рассчитаться с частью долгов своих. Можно вот вдогонку, вот это есть официальная статистика, она не только наша, можно сейчас я скажу, касательно жалоб. За текущий год, к примеру, в целом по республике в органы юстиции поступило 8500 жалоб. В целом по республике. Из них подтвердилось только 1400, но при этом я вам скажу, что у нас на исполнении находится около 8 миллионов исполнительных дел, и из них 1400 жалоб. Это же не говорит о том, что вся система плохо работает. Да, мы согласны, что есть со стороны отдельных судебных исполнителей какие-то нарушения, но к ним, соответственно, применяются меры. За последние 3 года с Республиканской палаты исключены из членства Республиканской палаты 79 бывших частных судебных исполнителей. Это делала Республиканская палата. То есть мы видим, что они действительно нарушают и инициируем вопросы о лишении лицензии. То есть нету такого, чтобы мы кого-то покрывали и так далее. Хорошо, но если закроем сейчас вопрос петиции, все-таки, Саида, да, вы поддерживаете идею исключить институт частных приставов, в принципе, в Казахстане. То, к чему мы в свое время пришли, как раз из-за того, что государственные были, во-первых, загружены, во-вторых, не очень эффективно исполнение проходило. Я считаю, что нужно упорядочить, среди граждан вводить правовой всеобщ в срочном порядке, как пользоваться ЕГОВ, как пользоваться судебным кабинетом на стадии судебных процессов, где как раз-таки сторона должна отстаивать все свои интересы, на которые ссылается согласно 72 статьи ГПК, где каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, в связи с чем, значит, не согласен по алименту. Может быть, дополнительно как-то другим способом помогал, и это не засчиталось. То есть у вас была такая возможность на стадии суда. Вот я думаю, здесь правовой альянс, нам есть о чем и выслушать альянс, и здесь как раз-таки правовой всеобщ среди граждан поднимать, среди непосредственно, скажем так, те, которые Ну а нормативно, может быть, есть смысл что-то поменять, чтобы не человек доказывал, когда он какую копейку перевел, условно говоря, если он добросовестно платит, но система была бы настолько настроена, чтобы это все отражалось, как думаете? Скорее всего, здесь нужна прозрачность, такие работы наверное. сейчас проводятся. Сейчас идут, да? Да, мы сейчас хотим автоматизировать все эти процессы. Есть, в целом мы сейчас более системно хотим вопросам алиментов подойти, чтобы она не только защищала права взыскателя, но в то же время и права должника тоже учитывала. И в том числе, если мы сможем это реализовать в рамках цифровизации, мы эти процедуры настроим и готовы это сделать. Ну хорошо бы, да. Вот еще на чем акцентируют внимание авторы петиции, это на том, что все-таки частные судебные исполнители, реализуя свою миссию, они ориентируются на предполагаемый извлекаемый доход. Я предлагаю посмотреть, сколько зарабатывают у нас сегодня частные исполнители, в зависимости от того, о каких суммах идет речь. Ну, смотрите, если, к примеру, мы здесь уже, чтобы для наглядности, МРП умножили, да? Долг, если составляет 221 520 тенге до этой суммы, частный исполнитель получит 55 тысяч. То есть его зарплата, вот он, алименты на 200 тысяч. Помог погасить, 55 тысяч ему зарплата прилетела. Ну и чем выше, тем больше, соответственно. Если долг до 1 миллиона 100 тысяч, то исполнитель получит 200 тысяч на руки. Ну и смотрите, если долг выше 73 миллионов, то уже 3% от суммы взыскания. Ну, я полагаю, что вот таких вот дел, где прям на огромное количество нулей, их участвуют... таких мало. Я еще более того хочу сказать, сейчас совместно с Министерством юстиции мы вносим изменения в тарифах по частным судебным исполнителям. Там есть некое снижение. Да, а зачем вы на это соглашаетесь? Они же потеряют интерес. Вопрос не в том, что потерять интерес. Мы же здесь должны две стороны учитывать. С одной стороны, интересы населения и интересы, в том числе, и сообщества. Поэтому мы пришли к общему знаменателю о том, что какое-то снижение у нас все-таки произойдет. И, в принципе, здесь сообщество оно поддерживает. Ну, хорошо, если поддерживает, да, в принципе. Да. Я, наоборот, согласен с вами, что снижать нельзя было. Ну, что такое там 3%, от 3 до 25%? Сейчас, тем более, первые два – это административные штрафы. Они уже сейчас оцифрованы, и практически к судебным исполнителям не поступает, и большая часть гасится должниками сами. 50% в течение 1 недели заплатили штрафа, и это все гасится. А остальное здесь зарабатывает. Я вообще в свое время, в 2011 году, писал программу
что не только частник, и создать частников, помочь им, но и государственным судебным исполнителям вернуть вознаграждение от суммы возмещенного ущерба. До 2001 года единственные государственные служащие, которые получали вознаграждение в размере 5%, это были частные судебные исполнители. Потом один товарищ, который потом в последующем дал и министром юстиции, кончил государственный институт он кончил. И вознаграждение убрал. И вот эту программу в 2011 году, которую мы составили, была утверждена, она была согласована, он ее тоже, как говорится, спустил в одно место. Наоборот, когда есть материальная заинтересованность, судебный исполнитель будет работать лучше. А государственные судебные исполнители, они получают минимальную заработную плату, и, в принципе, у них сейчас круг возможностей для исполнения тоже ограничен. А теперь еще и частным судебным исполнителям опять уменьшают вознаграждение, это тоже неправильно. Я считаю, наоборот, увеличивать надо. Никто не собирается вертолеты, самолеты покупать судебные исполнители. Такие случаи были на заре. На самой заре, когда судебные исполнители, эти законы вышли о частных судебных исполнителях. Потом это вовремя остановили. И вот 2 миллиона, и то этих производств единицы. И получить, чтобы 2-3 миллиона, это надо полгода, не менее полугода работать, чтобы заработать эти деньги. А до этого чем он заработает, на чем он живет? Здесь еще один момент необходимо сказать о том, что даже государственные судебные исполнители сейчас, которые исполняют, помимо того, что они взыскали сумму задолженности, они поверх взыскивают 10%. Она твердая сумма, то есть нету гибкости, как и у нас, от 20 до 3%. Любая сумма, они в доход государства отправляют, еще, взыскивают еще 10%. То есть, в принципе, эта система, она и действовала до 2015 года, но провели реформы и сделали такую гибкую тарифную, политику для того, чтобы у кого больше задолженности, чтобы у них было меньше, соответственно, дополнительных расходов. Еще по поводу петиции я хотел добавить. Вот он высказал, что вот этот фонд алименты создать. Да, несколько раз обращались с этим вопросом, поднимали. Министерство финансов всегда отвечало категорически нет. У государства нет денег, чтобы закрывать долги должников по алиментам. Резюмируя, для того, чтобы петицию начали рассматривать, она должна набрать минимум 50 тысяч голосов. Да? Но, с другой стороны, мы понимаем, что есть и объективные факторы, которые указывают, в любой сфере есть пробелы, их нужно решать. Давайте так поступим. Что бы вы сейчас предприняли для того, чтобы работа частных судебных исполнителей не шла вразрез с интересами людей, которые с ними взаимодействуют, но и работала на благо, собственно, исполнения? Вот коротко по пунктам. 3 пункта, да. Прошу. Давайте я первым начну. Естественно, у нас процесс внесения соответствующих поправок в законопроект. Если мы видим, что где-то что-то неправильно работает, соответственно, мы инициируем эти поправки. То есть самое первое, изначально мы тоже говорили о том, что необходимо в первую очередь, если это касается, в том числе и человеческий же фактор, судебные исполнители, это же тоже люди же. Соответственно, при входе у нас очень низкие требования для того, чтобы стать частным судебным исполнителем. Хотя до 2015 года были очень высокие требования. После 2015 года эти требования значительно снизили, и можно сказать, что государство начало раздавать эти лицензии. Повышаем требования. Да, соответственно, мы в первую очередь повышаем требования. Естественно, в вторую очередь мы повышаем уровень цифровизации для того, чтобы была максимальная прозрачность. И как для сторон исполнительного производства, так и для государственных органов, которые занимаются контролем и проверкой деятельности частных судебных исполнителей. Хорошо. Поскольку в данной ситуации есть одна сторона взыскатель, вторая сторона должник. Антагонизмы, жалобы между ними, они неизбежны. И здесь в середине остается судебный исполнитель. До этого был судья, в которого писали апелляцию, кассацию, надзорную жалобу, то есть жаловались на судью. Как только решение вступило в законную силу, или взыскатель, или должник, до тех пор, пока не добьется своего, взыскатель пока не получит свою необходимую сумму по решению суда, или должник. Чем дольше он оттягивает, ему тем это комфортнее. Поэтому они и будут жаловаться. Поэтому эти жалобы, они То есть будут... вы предлагаете оставить все как есть? То, что вот законодательство внести поправки, это уже председатель палаты сказал, а конкретно, как-то закрыть, давайте закроем институт частных судебных исполнителей. Остается 200 государственных судебных исполнителей. Государство, никто не пойдет на то, чтобы увеличивать штатную численность государственных служащих.
Контроль не нужно, пойдет. контроль нужно увеличивать над работой частных судебных исполнителей? Но вот как раз Палата Здесь, республиканская этими занимается. я Но вам если скажу насчет 1% всего жалоб находит свое, 1% из 100 находит свое подтверждение, это говорит о том, что нормально работает. Но не бывает без жалоб. Вот исполнительное производство, никуда не денешься от него. Хорошо, позиция понятна. Саида, ну вы, в принципе, высказывались, да, Да, но коротко, если, ясно. например, люди сталкиваются с произволом, по их словам, работы частных исполнителей, что им делать в первую очередь? В первую очередь, чтобы вот не было действительно агрессии, необходимо, наверное, с ними уметь разговаривать и понимать. То есть в плане того, если они не знают, если они считают, что им не на что жить и так далее, но тем не менее у них есть стойкое желание оплатить долг, то нужно разъяснить, уметь договариваться и разговаривать, слышать тоже граждан. Ну, финансовая грамотность людей разная совершенно. Если вот все по факту столкнулся, он может петицию запустить, может в СМИ обратиться, но может еще что вот в Но рамках это своих... его право. К вам можно обращаться, Конечно, к адвокатам? К вам, как конечно. частным исполнителям, Нам можно можно, обращаться? более того, я же говорю, у нас Всё. самое такое контролируемое юридического сообщества, начиная от органов юстиции, органами прокуратуры, налоговыми органами и судебным контролем, и последняя республиканская палата. Вот в один из этих инстанций, может быть, во все инстанции любой гражданин может всегда обратиться, здесь никаких вопросов нет. Да, ну а вы совершенно правильно сказали, что интересы здесь достаточно, ну, грань интересов достаточно тонкая, потому что, ну, кто согласится с приговором суда? Ни та, ни другая сторона, как правило, с ней не согласна. Вот такие вот у нас интересные вещи происходят, уважаемые зрители, в работе исполнения судебных дел, судебных решений. Будем наблюдать, чем вся эта ситуация обернется, и, конечно, будем надеяться, что все те меры, которые озвучены сегодня в работе частных исполнителей, в принципе, исполнения, они будут реализованы так, чтобы не страдали интересы простых людей, простых граждан. Дневной формат выходит каждый день, 2 часа дня. До встречи.